Чтобы не зарастало бурой тиной, в Карабулаке досрочно закончили реабилитацию городского пруда. Также к концу этой недели планируется завершить все экологические маневры по очистке водоема и в Назране. Качество работ проверил министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Евлоев. О масштабах проведенных работ расскажет Муслим Ганиев. Тут и карась есть, и тут сазан есть, окунь есть, рыба всякая здесь есть. Заядлый рыбак Закрия Жигов помнит все виды рыб, которые водятся в Карабулакском пруду. Более 10 лет мужчина ездит сюда из соседнего села, чтобы посидеть на берегу водоема с удочкой. Ведь только здесь можно проверить свои рыболовные навыки на щуку и буфало. Эти виды рыб обитают только здесь. Хорошо, что сделали, прекрасно выглядит. Будем ходить, смотреть, что здесь, рыбачить. Экологическую реабилитацию водоема начали летом этого года. Планировали завершить в конце декабря, но справились на 2 месяца раньше. Совсем скоро жители Карабулака смогут вновь прогуливаться вдоль местного пруда. Площадь пруда Карабулака после реконструкции увеличилась вдвое. Теперь она составляет более 14 гектаров. Экологическая реабилитация водоема завершена. Дело осталось за прилегающей территорией. Пруд является излюбленным местом отдыха жителей города. А большая разновидность рыбы, для которой водоем стал домом, привлекает любителей рыбалки со всей республики. Вот несколько человек к этому процессу уже приступили. На экологическом восстановлении работы на пруду не закончатся. Местная администрация планирует здесь поставить лавочки, проложить беговые дорожки и не только. Одним словом, создать все условия для комфортного отдыха. Там уже занимаются поиском для всего этого инвестора. Организовать прогулочную зону, организовать беговую дорожку с резиновым покрытием, скамеечки, чтобы люди могли присесть, отдохнуть. Но, соответственно, подъездные пути и освещение тоже изыскиваем возможности благоустроить эту территорию. Работа за время реабилитации пруда проделана немалая. Со дна подняли тысячи кубов илистого грунта. Также при помощи специальной георешетки укрепили откосы. По периметру высадили деревья. А при поддержке волонтеров с территории водоема собрали весь строительный и бытовой мусор. Было вывезено около 200 тысяч кубических метров донных отложений. Дело в том, что также были укреплены и увеличено зеркало водоема. Также проведены берегоукрепительные работы, высажена многолетняя трава, а также кустарники из скумпии. Идет наполнение данного водоема, где-то приблизительно 1,5–2 месяца водоем достигнет своей максимально необходимой глубины. Реабилитация водоема велась по федеральной программе сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». В рамках нее же вдохнули вторую жизнь и в Назрановский пруд. Сейчас на объекте производятся работы биологического этапа. Это закрепление и защита береговой полосы путем посадки кустарника скумпия. Скумпия, она обладает свойством очищения сточных вод, поэтому проектом она выбрана, так как она прошла по экологическим каким-то параметрам. Экологическое состояние Назрановского пруда вызывало много вопросов. Он был грязным и нуждался в реабилитации. Так рабочие слили часть воды и с помощью специальных установок выкачали со дна копившиеся годами отложения ила. Привели в порядок и территорию рядом с прудом. Проложили тротуары, построили спортивную площадку. Муслим Ганиев, Майырбек Миржоев. Новости 24.